Всем привет, дамы и господа, с вами Каф, и сегодня я вам расскажу, почему медведи вылазят из лесу, атакуют мирных граждан, роются в помойках и так далее. Во всем этом замешан 202 и 203 микрорайоны. Это огромная коррупционная схема, где на одной чаше весов нужно потратить несколько миллиардов рублей для того, чтобы распилить, разбомбить лед, чтобы не было потопа, наводнения, вот эти паводки и так далее. А на другой чаше весов вот эти жители 202 и элитного 203 микрорайона. То есть стоит не распилить в нужных местах бомбардировки и не закупить технику и так далее. Не устранить вот этот лед, затор, будет потоп, и все это уйдет под воду. Но есть и положительный момент. Благодаря постройке 202 микрорайона мы получили проезд до острова Хатыстах. И сегодня там будет проводиться велогонка. Я не могу назвать ее кросс-кантри, велогонку, как это пытаются назвать в афишах, типа жесткая кросс-кантри гонка. Но это как бы обычная гонка по ровной местности для любителей, для тех, кто особо не хочет заморачиваться в подъемах, спусках, резких поворотах и так далее. Вот тут асфальт хороший постелили, практически идеальный, да? И давайте посмотрим на остров Хатыстах. Двигаемся туда. Так, и вот место действия. У нас есть специальный гость, это Максим Портнягин. Снизу можете ссылку на его канал велосипедный посмотреть. Вообще, что тут происходит? Тут сегодня у нас соревнования. Уфкимс проводит совместно с велорайдом велоклуба. Ага. Что за гонка? Кросс-кантри гонки. Только не надо говорить кросс-кантри. Что там, велокросс? Там на разные дистанции, в зависимости от категории. Начиная от 5 километров до 17. Самые топовые челики 17 километров, да? Там молодежь, мужские категории. Понятно. Тут представлены топовые спортсмены Республики Саха-Якутия. Да, много новых лиц. И люди... Вот только что девушка вышла на супер топовом велосипеде BMW. Тут у нас... Как вас зовут? Владимир. Владимир. Как вы вообще настроены на гонку? Да, до этого участвовал в рейде на 200, на 300 километров. Ага. Во всех контрольных пунктах уложился. Объемы у тебя? Кросс-кантри это впервые для меня будет. Но это не кросс-кантри, это почти шоссе. Просто... Здесь очень много кочек. Сейчас проверил трассу, трясучка сплошная. Понятно. Так. Вот наш участник. Здравствуйте. Можете сказать, что у вас за крутой велосипед? Ой, нет, не могу. Я в этом году отжала его у дочери и решила кататься на велосипеде. Он, наверное, много стоит денег, да? Ой, наверное, не знаю даже. Понятно, хорошо. Теперь на работу на нем. Удачно вам. Спасибо. Первое место занять. Так, у нас новые участники, да? Вы новый участник? На чем? На велосипеде. Стерн. Такой же, как у тебя, да? Практически. Только женский. Давно участвуете? Первый раз? И как вообще настрой? Слишком рано. Что вообще ожидаете от гонки? Ничего, просто покататься. В будущем уже будете тренироваться, покупать новый велосипед, да? Посмотрим. Посмотрим. Понятно. Сначала посмотрю. Хорошо. Интересно. Еще одни новые участники. Привет.
Как решили поучаствовать, первое место занять? Нет. Ну как нет? На таком легендарном велосипеде грех первое место не занять. Навеску заказали? Так прогуляюсь. Навеску заказали? А? Навеску заказали? Еще нет. А, Я не нашла. понятно. Натали? Че? Как? Привет. Я не участвую, Почему? помогать пришла. Я еще не готова. Слишком мало километров у меня за плечами. А. Я Инну видел, кстати, позавчера. Куда? Где? Ты на Великом тракте жестко гоняла. Да, материла всех автомобилистов. Куда ездила? Просто на смотровой. А, понятно. Привет. Эрхан, да? Привет. Что ты у нас 5-е место занял в прошлый раз, да? А, 47 миллисекунд. жестко тренируешься, да? Ну как, в эндуре 5-е место среди многих участников, это же прорыв, можно сказать. Могло быть лучше. Короче, новая звезда. Завидуй, Амброс. Че ты, на чем? Ну так же, На том же? только колеса поменял. А, Спереди 29, сзади 27 поставил. а, понятно. Более тонкий 2,10. Чтоб накатать. Владелец самого дорогого велосипеда здесь. Привет. Каньон полностью карбоновый с вилкой Fox. Амор тоже Fox. И электронная навеска SRAM GX Eagle AXS. Спереди. А это что такое? Это защита цепи. А, Защита цепи удара. она тоже крутится, что ли? Да, вместе. А, Ну, защита звезды плюс цепь. понятно. Короче, чтоб штаны не заживало, да? Нет? Что можешь сказать вообще? Нужно покупать дорогие велосипеды, либо можно на обычном стерне гонять? Ну, это кому как, мне кажется. Кому какой бюджет. Ну, допустим, мне на нем ездить очень приятно. Мне комфортно. Мне нравится. Все работает хорошо. Угу, понятно. Так, тут ребята, молодежь на стритовых байках. Че, какое место пытаетесь занять? Главное доехать. А сколько километров? Вроде 11 сказали. А ты, кстати, какого года рождения? 5-го. 2005-го? Да. Просто у тебя футболка СССР. Странно, да? Или это по наследству досталось? Мне нравится СССР. А, там было намного лучше, да? Да. Квартиры бесплатно давали. Ну, намного лучше. Но социалка была намного круче. Да. Мгм. О, здорово. Че, где парафиновая смазка? Дома. Не взял с собой, что ли? А, тебе надо, что ли? Ну, тут куча народу, купили бы. Да что-то никто не спрашивает. А, понятно. Здравствуйте. Тоже участник, да? На чем приехали? О, будете участвовать? Первый раз участвуете? Первый раз. И что, какое место хотите занять? Я просто поучаствую. Без мест, да? Человек даунхильщик. Одна есть, оказывается. Окей. Это у вас семья, что ли? Спортсменов? Переобулись А, с бега на. Сейчас будем пробовать новые себе. а эти лыжи
бегали? Лыжные гонки? Еще не время, еще погода другая. Ну вообще... Дождемся зимы. У вас целая команда, да, получается? Семейная? Ну, у нас один на сборах. Личные соревнования. Это же обычно так вот. Для себя, для ЗОЖ, для поддержания. Ну вот, жена, ребенок, вы... Да. Вон мужчина подколол, говорит, иди со шлемом, без шлема выступай. Вот я сейчас в конце там в хвостике буду кататься для удовольствия. Понятно. Ну вы там можете командой, короче, сначала спринтануть, кто-нибудь там, жена, типа, заблокировать соперника и будет так туда-сюда. Там так будет, я сказал, сейчас, если все-таки это будет командное, там вопрос решим, шипы сейчас накроем, те, кто первые, они там все перебываться, мы так объедем, будем знать, и все, и мы, считайте, что мы первое в место. призах. Да, отличная тактика. С самого начала у вас была какая-то тактика. Сейчас заманушку устроим, там поймаем. Да, хорошо. Так, там какие-то фанаты России есть. В наше тяжелое положение, когда плохие новости по телевидению. Ну, телевидение и так никто не смотрел, в принципе. А сейчас тем более. Это у нас организаторы, да? Миша? Привет. Это организаторы, да? Где? Это. Ну ты организатор? А, я? Да нет. А где Минспорт? А где Минспорт? Я участник. А Минспорт где? Спорт. Вот два парня молодых. А сами они не пришли. А чё этот? Они принесли генератор и флаги, и все? Да, генератор, флаги, медали. Старт-финиш есть? Старт-финиш есть. Колонки, ноутбук. Но что-то не работает. Через сколько начало? Ну, по идее, в 11 старт. Ну, за 10 минут вы не успеете надуть, да? Ну, еще полчаса, да? Либо будем стартовать без этого. Без надувных старт-финиш. Ну, можно в 12 начать или что? Или в 11:30? Ну да. Придется. Якутия без наркотиков. Ты у нас рекламируешь, да? Да. Не наркотики. Скажи, наркотикам нет, да? Наркотиков нет. А вот самый главный идейный вдохновитель без наркотиков, без алкоголя, да, без сигарет и так далее, Федей. Обратите внимание, Что? Что? внимание. На что? Вот туда. Зачем? У нас с генератором проблема. Кто поможет? Федя у нас с утра пораньше уже заряжается, да? А Мурсик ему помогает во всем. Ты не так стоишь, надо иди стоять. Следующий. Морсик первый раз в своей жизни пытается завести генератор. Надо иди стоять, может здесь надо стоять. Подойдешь еще. Сергей? Я думал, так и надо. Чё, как? Что расскажете? Так, ждем, готовимся. Начало во сколько? В 11 открытие. Понятно. Ну, в 12 старт, да? А? 12 старт. Нет, сразу после открытия старт будет. Понятно. Ну, хорошо. Привет. Куда ты? Привет. Здорово. Чё, готов? Готов. Первое место занять? Не знаю, я месяц уже не бегал, не тренировался вообще. Ну, при чем тут бег? Тут же велосипеды. Не катал месяц, не выходил из дома, вот только вышел. Попробуем. Ну, мне главное до аллергии успеть финишировать, а потом уже все. Посмотрим. Так много собралось, более-менее. Но у нас только, моей возрастной, по-моему, только 6 или 7. А у тебя основная категория? У меня нет, моложе. 18, сколько? 18, 35 или сколько? 18-35? Да. 35-54, там уже 15-16 человек собралось. Ничего себе.
Короче, если вам до 35 лет, можете спокойно приходить и занимать призовые места. Кстати, ты, наверное, скорее всего, первый и возьмешь. Я не знаю, я не могу сейчас сказать. Но если так посмотреть, основные конкуренты, они все... Даунхильщики. Нет, они все 36, 30. А Егор Васильев, кстати, ему 35 же, да? Короче... Покатаюсь просто ради веселья. И все. Посмотрим. Понятно. Максим, привет. Привет. Ты тут хотел какой-то комментарий дать, да, нашим... Ну да. Ну, получается, вообще прекрасный день, прекрасная погода, вообще мероприятие тоже классное. Вот хочу попробовать покататься тоже с ребятами, получается, с единомышленниками, такими реально с классными ребятами. Получается, вообще насытиться, получается, зарядиться этим днем, велокаткой, получается, заездом. И я считаю, то, что самое главное, это быть именно в сообществе, быть с такими вообще заряженными ребятами вообще и вообще наслаждаться жизнью. Много красивых девушек, да? Ну да. Уже выбрал себе? Пока смотрю. С кем познакомиться? Ага, ладно, идем дальше. Что расскажете, девочки? Ничего. А? Будем участвовать. Да? Попробуем. Первое участие. В смысле первое? Ну, первое, которое вот такое. Какое? Ну, кросс-кантри же называется. Это не кросс-кантри. Ну, Это опять шоссейная гонка по... Имеется в виду по пересеченке. Раньше не участвовала. Но я бы не назвал это пересеченной местностью. Хватит! Опять! Так, чё как? В общем, мы поняли главное, в чем суть. Ясно. Чё как? Готовность? Нет, замечательно. Со старта, короче, жестко спринтуешь на 5 километров Думаешь? до финиша, а потом оглядывайся. Ты сам участвуешь? Я? Я снимаю вас. Как мы будем позориться? Почему-то будем. Так, тут ребята принесли колонку, через которую на микрофон будете... Ульяна, как готовность? Здравствуйте. Готовность номер 1. Number one. Егор, самое главное, чтобы не устроить завал, это что надо сделать? Стартануть хорошо. Стартануть? Ничего не надо. Вот он знает, он видишь синим, он классный. Че, сильный вперед? Это даунхильная маска, да? Что? Даунхильная маска, да? Не знаю какая, но называй как хочешь. Как Мужчина, наверное, впереди станет. А почему это дискриминация половая какая-то? Че, Валерий, как? Есть такая дискриминация, да, что она? Женщина назад, мужчина вперед. Короче, Валерий будет всю... Валерий, смотрите, какая тактика. Вы будете всю гонку пилотонить Егора. Да, и потом вы свои 5 километров закончите, и Егор остальные 10 поедет. В смысле, для них меньше дистанции, что ли? Или такая... А? Не меньше? 2 круга будет? У тебя только 2, да? 10 километров. Так что все. Раз, два, три. Соблюдаем дистанцию. Интервал 10 секунд, первый, последний. Раз, два, три.
первого места минута. Дима, давай быстрее, Дима, Дима. Минута 20. Сред было прям. 16, 10 секунд, 16, 22, 2 секунды, это почти уже все. А я... 9 номер, 16, 35. Николаева Наталья. Все, первое место. Ребята, почему не стартовали? У меня туринг, потому что. Ну и чё? Туринг не подходит. В тот раз попробовал. А ты чё? У тебя форма хорошая? Ну, я сегодня решил не участвовать. Кстати, завалов не было? Когда? Не было завалов? Не было. Ну. Максим, ты чё, угораешь, что ли? Чего? Главный фаворит данной Да нет, у гонки меня велика. и не участвует. Ну, любой байк. У тебя же есть команда, любой байк бы одолжили и поучаствовал. Любовь. Это Любовь была. Номер какой? Чувашов не был, Федоров Нет, Александр. Чувашов проехал. Чувашов передо мной был. А, это номер Кто-то едет сейчас. ветеранов. А, вот она. 7-й номер. Чё, Ульяна, какое место? Порвала. А? Прокололась. Финишеров приветствуйте, да, девочки. Финишеров приветствуйте, ветеранов. Вот Макс на этом бы красном байке поехал бы. Не, он же на старте был. Диана. А, он поучаствовал? А дальше Диана и... А. А дальше это... Чё, как? Командные гонки. Мы первые, да? Я правильно понимаю? А, все, задержите. 21, 21. А, нет, надо. Раз еще заехал. Ну, отойдем вперед. Чё, ты не стартовал? Не, я не участник. А чё? Я просто так пришел. Делать дома нечего, вот решил сюда приехать. Чё, как тебе? Народ? Классно. В Корее ездили, да? Прикольно так. Первые в Якутске, да? А? Первые в Якутске же такие, да? Почему первый? Нет, много раз проводилось. Ну тогда, ну, первый раз для меня тогда. А, ну да, первый раз для тебя. Категория 35-55 это что-то с чем-то. Так же? Не знаю. До 50 вы сделали бы, я бы, может, участвовал. Свыше 50. А, вы побоялись конкурентов? Конечно. Да ладно. Что там, главное? Главное Главное участие. Не, главное участие. Вот я поучаствовал. Короче, Минспорт, да? Все, вы победили. Все. Какие-то подозрительные звуки данный велосипед издает. Но это он же BMW. BMW шуметь должен. Лопасти, да? Но У меня преимущество, у него лопасти. Миша участвовал в гонке. Говорит, в пелотоне лидеров ехал, да? Ну, в самом начале ехал, а потом метров через 500 отстал. Почему? Постепенно. Дыхалка почему-то не выдерживает. И я решил зайти. Хотя у тебя карбоновый велосипед и вот... Да, физики еще нет. Контактные педали Сиди, топовый бренд. Сложно было организовать данную гонку?
Вы же как Ну, главный тут- организатор. Ну, как бы я не главный организатор, тут много же народу помогало мне. Ну, плюс ко всему ты нашел трассу, ты говорил. Ну да, с Егором нашли трассу, Ну. разметили тоже с Егором, там, кто еще был? Мирана, Макс. М, Вон ребята флаги нашли, судей нашли. м. Как-то само собой все организовалось. Как. Минспорт что сделали? Просто привезли колонку, Да, мне колонки привезли, генератор а генератор для чего? и для колонок, и для старта-финиша. Ну, блин, жаль, что генератор не сработал. Вот такие, кстати, колонки, они сейчас в Донессе, в видео продают. Там за 8 тысяч можно огромную колонку купить, которая 8 часов играет, 12. Так Отдельно, что да? генератор не нужен. По блютузу. Но они, правда, здоровые. Где-то вот в 2 раза больше. Ну, вот, когда подумаю над этим. А то очень геморно это все возить. Генератор ради вот такой 2 колонок, это капец. Куда сменил? Едет первый. Первый, что ли? Он первый едет? Да, он первый. А, это кто, Валерий, да? Петя Севастьянов. А, Петя Севастьянов. Жесткий, да? Петя Севастьянов. Егор. Егор второй. А чё Егор-то отстал? У него же объемов дофига, по идее. Ну это второй круг, да? Второй, кажется. А, у них еще один круг. Какие твои ставки? Ну, Петя-то выиграет, мне кажется. Почему? Ну, отставание, мне кажется, большое. Да нет, небольшое. О, 3-е место, что ли? О, нифига себе. Он же 2 года назад вообще мощно на кросс-кантри зажег. И все, остальные... Ладно, я поехал. Куда? Машину пригоню. Че, Андрей, как профессионал и участник многих соревнований, какие твои прогнозы по поводу гонки? Сейчас мы видели то, что первый Петя Севастьянов, потом Егор и... Ну, я думаю, так же останется. Петя выиграет, Егор вторым будет. Почему? Потому что, судя по физической форме Петя, он готов. Да? Не знаю. То есть, а техническое оснащение, оно решается тоже? То есть, карбоновая рама, воздушная вилка. А? У Егора? Ну. Ну, он его не догнал на втором круге, поэтому я думаю, что Петя выиграет. Давай. Ну, то есть, физика в данном случае порешает технику, да? Конечно. Ну, давайте этот прогноз Миши и Андрея сохраним. Ну, давайте просто проанализируем, в каких случаях Егор может выиграть. У него карбоновая рама, воздушная вилка, реба, колеса карбоновые и без камерки. Там, скорее всего, какие покрышки? Рейс Кинги, да? Наверное. Да, у него континентальный. Но... И Петя на обычных покрышках, обычных колесах, алюминиевой раме, и какая-то вилка тоже начального уровня. Навеска у него, скорее всего, Dior стоит. Dior 5100. У него там спереди одна звезда, либо 2? Валера едет, кривошапка. Но он же финиширует, да? 4-е и 5-е места. О, Морсик в пелотоне. Зачем Морсик пелотон за таким маленьким человечком? У меня ветеран. Нет, я вру. Да. Вот Марка у меня. Так, Кировошапкин 29-54. Дегтярев сколько? 29-56. Посмотрим. Сейчас с тобой спорт. 30-13. О, ветеран, 2-е место, да? Это ветеран. 30-33. Такие bien наступили, да?
На такой, кстати, дистанции и на такой трассе крайне маленький отрыв был между лыжником Валерием Кривошапкиным. Так чё? Как тебе гонка? Отлично. Только подъехал. Поболей за товарищей. За кого болеешь? Да, за всех. Тут же главное участие. А вы как участвовали? Вы участвовали, да? Пыталась. И? Цепь слетела. И? И все обратно пешком. Да ну. Как так-то? Вот так. Так что не попаду я в вашу секту. Не, это мотивация на то, чтобы... Купить новый велосипед, да? Ну, либо подготовить этот велосипед для начала. Уже готовила, не получилось. Можете сдать в мастерскую нашу. В Телеграме сидите? Не сижу. В этом есть, в этом не сижу. Иногда появляюсь. У нас есть вело-УКТ, сообщество в Телеграме. Там 1130 людей. Вообще большая толпа. Разделение на ветки. Много чего интересного. Там чатов у вас сильно много. Как будто нигде чего. Кто там? Че, первое место, да? А первое кто? Первая, когда приехала. Нет, у меня бустер другой. Самый большой. Бориса, вот я... Две категории женских. Давай, Боря! Боря! Борька, Борька. Нормально? Женщина не равны. Вторая, да? Как ощущения? Ты на таком приехал? Прыгать. Как ты на таком велосипеде приехала? Стерн самый мощный по сравнению с тем, что ты говном считаешь. В смысле? Я такого не говорил. Никогда не говорил такого. Подождите, я сегодня. Вы победительница, да? Давай. А кто победитель? Я? Я победитель, что ли? Или кто? Женщина же пришла. Ты второе место заняла? Ага. У меня номер 2. Ну давайте, я вас попрошу. Я воды хочу. Хорошо. Ну вы отдышитесь, я подойду. Вон первое место, кстати, едет. Здрасте. Надо пару Надежда. слов для телека сказать. Вы же победитель. Давайте сюда подъедьте, если можно. Чё, как велик? О, велик отличный. Отличный велик, спасибо, Кав, тебе большое. У вас какая категория первая? 34, 54. Ага. Вас как зовут? Надежда. Надежда, на меня смотрите, не на камеру. Надежда, давайте представимся, имя, фамилия. Федотова Надежда. Жительница Якутска, да? Город Якутск. Ага, Надежда, вы победитель в этих соревнованиях. Расскажите о своих ощущениях, о велопробеге. Вообще, что можете сказать про велоспорт? Что он дает вам лично? Велоспорт очень хороший вид активности, можно сказать. Ну, сегодняшнее соревнование тоже отлично. Трасса хорошая, все, разметки, все правильно стоят, никаких вопросов. Как далась трасса, какие сложности? Сложностей, в общем-то, никаких, но это обычная проселочная дорога, просто временами ухабы. Ну, нормальная трасса, хорошая трасса. Ну, вообще, несложная. в целом, расскажите про ваше занятие, как вы к этому пришли, что вот оно вам лично дает? Лично дает, да. Ну, я вот после того, как травмировала колено, я бегала раньше, пересела на велосипед. И тут нагрузки минимальные на колено, осевой нагрузки нету, поэтому вот именно катание на велосипеде мне очень нравится. Ну, мне подходит. Кардио нагрузку я от велосипеда получаю. Если я раньше бегала и через бег получала,
то теперь сейчас я получаю через катание на велосипеде. Большое спасибо. Все то, что нужно. Участвовали? Участвовала, ага. Очки буду сейчас менять. Зачем? Это, ну, эти больше идут. Это с этим, с SPF, которые очень, в которых глаза не устают вообще. Но они совсем некрасивые, и они мне не нравятся. Это вторые соревнования мои за это лето. Однако я проехала 2 раза по 100 километров с ребятами на велозаезды. Вот. Это у меня получилось довольно таким велосипедным. 2 раза по 100 раз это где? 2 раза. Один раз мы на Табакинский мыс съездили. Ну, через вот этот, где Орел, поднялись на гору и через Табагу спустились. А второй раз мы в сторону Намского тракта на смотровую ездили. Тоже поднимались по Намскому тракту. Какая-то там деревня есть, Кельтемцы, вот дальше. Вот, это было на той неделе. И вот сейчас мои друзья организовывают вот эти соревнования, и я обязана была участвовать. Вот. А вы кто по профессии? Я математик. А, вы как в гонке считаете, да? Кто насколько там ваши шансы на победу? Так, он едет, у него кручение для удовольствия. У него кручение педали 90 километров в час, да? 90 оборотов в секунду, у него 24 покрышки, значит, он с такой-то скоростью двигается. Если я добавлю плюс 1 км в час, возможно, я займу такое-то место. Считают бухгалтеры, математики вычисляют, вот так скажу. И что вычислили? Мы такими серьезными вещами занимаемся. Вот. Такие вот. Что, кого-нибудь вычислили? Вас и не даже. Ну и пару слов про вот данные флаги. Вы патриоты, да? Конечно. Ну, патриот имеется в виду в каком смысле? Ну, я люблю свою страну, я горжусь тем, что я здесь родилась и так далее, да? Патриотизм в каком смысле? То есть жить до конца жизни я, может быть, и не собираюсь здесь-то, если это к патриотизму имеет. Но все же понятия разные. И что с флагом? В общем, организация на высоте. Единственное, у нас не заработали вот эта штука. Генератор? Да, ребята пытались ее завести с самого утра. Вот за 2 часа приехали, и вот только этим и занимались 3 человека. Вот. Но она у нас не завелась. Видимо, я сделала вывод, что нам подложили неисправную штуку. Ну, я думаю, так. Ну, других вариантов нет, потому что как бы мы пытались, и поэтому без микрофона у нас вот это все идет. Вот. Ну, как видите, организация на высоте. Не слышно. Че? В каждых участках стоят организаторы, и там направляют, ну, чтобы мы... Никто не потерялся. Да, чтобы мы поворот не сетовались, не туда не свернули не туда, получается, там стоят наши организаторы, наши ребята. Понятно. И что, дальше будете участвовать, да? Я не знаю. Но я участвую вот для удовольствия больше. И какое место заняли? Я не знаю. О, человек на шутере. Это финиш, да? Поздравляю с победой в данной гонке. Как ощущения? Трэш. Я задыхаюсь. Сейчас Нургуяна даст мастер-класс
по тому, как делать заминку после велогонки. Дыхание, потом размеренно приходит сердце. Она... Походи. Походи. Просто так в ступоре надо стоять. Ровненькое, когда дыхание будет, только тогда стоять. Что, нормально? Че, вы еще едете, что ли? Не, всё. Вы же уже все вроде, нет? Какое место? А? Третье место, нифига себе. Пока мы тут общались с девушками. Кто первое место? Петя. Петя? Все-таки вы были правы. Надо было снять его финиш эпично. Ну так вы записывали, наверное. Ну. В телегу отправишь. Без сжатия. В телегу отправишь. Каждый кубик был виден, да? Какой кубик? Вот такой цвет. А, понятно. Тоже решили кубики свои показать. Блин, упал же я. Где? По-моему, позвоночник вроде. Где? На повороте, а башкой прям. Если бы не каска, все на. Вроде бы легкая трасса, да? Не, на повороте там, оказывается, две ямы такие. На повороте это когда перед обрывом, да? Там ямы есть, две дырки такие большие. Туда прямо. И прямо вот так головой. Если бы не каска, наверное. Да, там надо левее держаться. Вы организаторы тоже, да? Да. Ну, скинься. Пару слов туда-сюда. Ага. И чё, как? Да. Первый раз организуете гонку, да? Да, я вообще вот не надо, только устроился. Вот. И заставили сюда приехать? Да не заставили, но работа все равно требует. Так, у нас был единственный казус произошел, форс-мажорная. Вот станция наша вышла из строя во время транспортировки. Не знаю, ну пойдем, там будем выяснять, в чем проблема. А так... Не, ну вообще, так-то в ДНС своем видео продают колонки в 2 раза больше вот этих, там за 8-10 тысяч, которые там 10-12 часов работают без перерыва, через Bluetooth соединяются. Ну, я не знаю, это не мои колонки, это не мои личные колонки. Просто сейчас, в 2024 году, это как будто бы 20 лет назад. Это раньше, вот 20 лет назад мы, помню, в начале 2000-х на дискотеку ездили на природу, мы там этот, как раз таки генератор кто-то вез. А сейчас-то... Ну вот, да, сейчас уже... Сейчас уже... Да, можно уже подумать об этом, да, уже как бы. Наверное, все к лучшему, да. Вот. Так что напишите этот отчет о том, что данная техника уже не выдерживает современных реалий. Ну да, в чем-то вы правы, да. Не актуальная уже, можно сказать, да. Такая вот. Ну, это все равно не помешало вот участникам. Все равно кто-то занял первое место, кто-то второе. Да, без этого вот организаторы молодцы, стоят на своих постах, там координируются благодаря вот рациями, средствам связи. Вот. И спортсмены вот. Тоже молодцы, да. Ага, вот, давайте посмотрим. 45-11. Дима, давай! Вперед 45-17. Так это что, 4-5 места, да? Наверное. Ну, один молодой. Да, значит, сам первое место, что ли? В другой категории. А, это Дима, что ли? Севастьянов Петр Альбертович, зовут меня, уроженец села Этыкель Катинского района. А живете в Якутске, да? Живу в Якутске. Живете в Якутске. Расскажите, Петр, про вот сегодняшнее событие, насколько оно вот важное и нужное, на ваш взгляд, и почему? На мой взгляд, велосипед вообще нужный, самый нужный вид спорта, думаю, передвигаться на нем. Ну, с мала до велика могут иметь велосипед и передвигаться. А нам вот, занимающимся спортсменам, тоже важную роль занимает
функционалку добавляет. И плюс к этому всему мотивация семье и окружающим друзьям, окружающим людям, обществу. Что дает велоспорт вот лично вам? Ну, лично мне дает, вот я не первый год увлекаюсь велосипедом со школы. Подарок бабушки дал мне сынок, и вот мой сынок вот растет тоже на велике, семья тоже вот как бы пример мы подаем, каждый человек пример подает своей семье и окружающим. Ну и последнее вот про забег, про то, что как победили, то есть вы знали, что вы победите, или конкуренты, уровень как был вообще в целом, расскажите про это. Ну, ничего не знал, кто победит, удивился, вот, как говорят, на манеже все те же, да, те же лица были, вот Егор, Валерий Кривошапкин, вот, мои конкуренты с былых времен, с ними вот поборолся. Нынче я был более подготовлен, вот поэтому победил. Большое спасибо. Все классно. То, что с самого начала у тебя была какая-то тактика. Ты ее придерживались. Да. Догнать и перегнать. Че, как физика все-таки зарешала, да? Ну, как сказать-то, ну, на велосипеде не катал, чисто вот пробежки утренние и ОФП. Мы спорили, типа, что выиграет физика, ну, типа, ты же тренирован, либо техника, типа Егор на карбоне, там, бескамерные покрышки, карбоновые колеса. Читерство. Читерство не имеет места быть, если физика решает. Мотор главное всего. Ну да, в велогонке, на самом деле, даже вот, если посмотреть московские, питерские гонки, там даже... Много раз на 26 колесах на алюминиевом велосипеде человек в призовые места заходил, на 2-3 место. Ну я тоже против найнеров, вот этих на карбонах. Вот поэтому, вот, ребята, занимайтесь, общую физическую подготовку не надо забывать, тренируйтесь. Всего доброго. Чё, как гонка? Вообще отлично. Коротковато, правда. Было бы еще пару кругов, может быть, своего соперника догнал бы. Сам виноват, отпустил его. Тут, как сказать, была более похожа на шоссейную гонку, так как сильный ветер был на такой скорости. Вначале мы ехали втроем, потом, когда ветер прекратился, Петя начал отъезжать. Я сделал ставку на Валеру Кривошапкина. Но на техническом моменте он в траву заехал, там в траве дырки не было видно, упал. И я чуть-чуть в него не врезался, свернул влево. Разминулся там, секунд 10 потерял. Крикнуть, как ты там, что-то там. Петя уже отъехал. Ну и следующие 2 круга догонял его. Кстати, к 3-му кругу, на последнем я его как раз к оврагу уже почти догнал, там 50 было. Он развернулся, увидел меня и как начал сразу ускоряться. Ну тут уже к финишу уже времени не было догнать. Вот так вот, стал вторым. Не, ну разрыв там не такой большой был, да, с самого начала? С самого начала не небольшой. Ну я говорю, я подумал, за Валерой посижу, тактикой шоссейной, и прогадал. Надо было сразу Нет, но когда Валера упал, между Валерой и Петей какое расстояние было? Ну вот, я там вообще, перед падением там вообще метра 3-4 был. Вообще, короче, ерунда. Он упал, я налево свернул, пока объезжал, пока этого, и Петя уже отъехал. Там уже было тяжело было. Ну, потом я видео выложу, там посмотришь, у меня там пульс всегда выше 190. А у тебя видео? Да, видео. Камера, ну здесь. А что это, рокетроны, да? Да, кстати, резина, ну, совсем не подходящая, зубастая. Сзади Racing Ralph, впереди рокетрон. Ну, тренировочная резина. Очень зубастая. Но зато меня везде держала. Я и в песке нормально ехал. То есть было видно, в технических моментах я чуть приближаюсь, но на равнинке. Все дальше и дальше. Рама, что за рама? BXT, что ли? Не, это не BXT, это Китай карбон другой совсем. Это копия Санта-Круза. Вообще 100% копия. Ну, 5-летней давности. А что за фирма? SP Cycle? Нет. Да, SP Cycles, по-моему. Тогда они, правда, свою брендовую это не вешали. Просто выпускали. Но так, сейчас же, кстати, SP Cycle вот такая вот штука. Типа как этот Scott Spark. Там копии кучи. Уже и трек появился этот с их подвеской вот здесь вот сверху. И как у Скотта, и Спарка, и Genius. Или как его там. Со скрытой проводкой есть. Правда, что-то говорят, везде косяки.
А тот байк, который ты переделал под гравийник, Не, он у меня так, как повседневный. То есть я на нем по городу езжу. ты его также с баранным рулем? Нет, он с прямым рулем. Зимой, потому что с бараном неудобно, сразу говорю. Очень, ну как сказать, на снег заезжаешь или в лед. Ну, короче, контроля вообще мало. Можно упасть спокойно. Это топовый уновский, кстати, унос, да, который типа супер легкий. Нет, это не супер легкий, но это единственный был, который с таким большим загибом. Хоть тут немного помогло, но от того, что руль с загибом все-таки не так низко сидит. Нет, доктор Гонза, по-моему, говорил, то, что типа у Уна единственный типа такой вариант, где легкий. Не в курсе, я еще до доктора Гонзы это купил. Сколько у меня, 5 лет лежит уже. Вру, этот вынос у меня еще на том велосипеде был, то есть ему 10 лет или 11. Если бы был карбон, то уже сломался, да? Ну да, конечно. Не, ну реально, Китай карбону, вот именно вынос лучше не доверять. Только если он интегрированный. Ну, у тебя руль карбоновый. Не, руль-то, да. Китай карбон. Ну, у меня вес маленький. Что тут? Сейчас во мне 68 килограмм. Этого не хватит, чтобы сломать их. 68. У нас одинаковый вес. Ну, я помню времена, когда у нас 50 чем-то было. Тоже одинаковый. 52 был. А ты 52 был? Ты 54, по-моему, был. Или 55. Ты меньше меня даже был? Меньше тебя был, 52 килограмма. Да, мы только начинали. Здорово, я летел. Были времена. Рассказывай, это твой велосипед? Сингл-спид хуйня. В смысле? Ну ладно, передачка 2,5 хуйня. Я сейчас похмелье, так что мне норм. Вот, мне надо было все работать. Не, ну тут же дело не в этом. Кстати, Егор, по гидратации сколько ты бутылок с собой брал? Нет, одну я оставил, одну взял. Я в круг, каждый круг по одному глоточку делал. Хоть жарко, ветер обдувает. Ну, главное количество. Главное количество. Главное участие. Вы у нас поддерживаете СФУ, да? Я уже закончила. У меня просто другой одежды не было. Но тем не менее вы поддерживаете строительные отряды, да? Да, студенческие отряды. Да? Чем отличается? Ну, студенческие отряды это в общем, а строительные одно из направлений. Я не строй. Нет, а студенческие отряды они что вообще делают? Ну, работают во время летних каникул. Ну, у нас есть 6 направлений. Это строительные, которые все знают. Они работают в стройках, в вузах. Могу лекцию прямо рассказать. Есть педагогические отряды, это которые вожатые. Они работают в лагерях. Есть медицинские отряды, там исключительно студенты-медики, и они работают в больницах. А есть сервисные, это я отношусь к ним. И сервисные отряды, они работают в сфере сервиса и за пределами Республики Саха-Якутия. Выезжали много раз, да? Да. Куда выезжали? Сочи, Красная Поляна. Катались на сноуборде? Нет, и горных лыжах? Но зато там бесплатно катались каждый день на канатной дороге. На велосипеде? Нет, просто на канатной дороге. Ну там же велосипедисты тоже катают. Да. Прикольно. Много велосипедистов там, да? Да, много было. Там они прямо на подъемников со своими велосипедами поднимаются, да? Ну некоторые да, а некоторые там уже сами. Ну на подъемниках поднимаются, потом вниз спускаются. Да. Ну вот. Там же даунхилл, эндуро там и так далее, вот эти дисциплины. Чё, как свой велосипед собираетесь покупать? Ну, в следующем году подумаю. Поэтому точно нет. А вот эти вот студенческие отряды, они что вам вообще дали? Опыт какой-то дали для... Ну да, конечно. Еще путинные есть, где на рыбе работают. Еще путинные отряды есть, которые на рыбе на заводе. Ну, я сама на заводе работала. Ну, в наше время студенческие отряды только строительные, по-моему, были. Ну да. Это раньше только строительные и педы были, педагогические. А с 2004 года уже много направлений стало. В этом году как раз будет 65 лет студенческим отрядом. Понятно. А вы кем работаете? Я горничной работаю. Сейчас или так в студотрядах? Ну сейчас. Сейчас педагог.
Что преподаете? Дополнительное образование. Это в этом, в СФУ, да? Нет. Типа доп. Нет, частное. Частное. Какой предмет? Ну, там много разных курсов. Математика, арифметика, лего. Читаете хорошо? Ну, не прям хорошо. Тренеры не играют. Понятно. Что вы хотите передать подписчикам нашего канала, вообще велосипедистам? Ну, удачи. Ну, я только недавно присоединилась, и я поняла, что велеры очень такой дружелюбный и отзывчивый народ. Мне это очень нравится. Круто. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Вы самый пожилой участник, да, наш? Наверное? Вам сколько лет? 61. 61. В принципе, молодая. Тут вон ветераны и постарше есть. Вы откуда приехали? Кировчу. Прямо из родины Егора Борисова? Ага. Получается, вы прямо с парома сразу сюда? Сразу, прямо здесь. Как гонка? О, нормально, хорошо. Огонь совсем. Трасса легкая? Не очень. Я думала, асфальт думала, а потом здесь деревни. Поэтому все равно хорошо. Не, ну трасса как в деревне, в принципе. Ага, деревня как. Все. Хорошо, спасибо. У нас первое место занял. Как ты достиг таких высот? Нормально, просто ехал сзади, видел впереди, такой надо гнать. И типа правильно распределил силы под конец. Ты студент? Ага. Типа лыжник? Не, просто велосипедист. Или анимешник? Так, а как ты достиг таких высот? Что тебе помогло, Dota там или World of Warcraft? Да не, просто катался. Просто... Когда заинтересовался вообще? В прошлом году. В прошлом году? Ага. Сразу же купил велик, да? Ага, сразу. Надо уже. Всю зиму катался? Не. Или только в начале сезона? Только в начале сезона. А так подготовка какая у тебя до этого? То есть легкая атлетика там может или фитнес? Баскет? Чутка есть это, чутка подготовка. То есть у тебя икры накачанные, можешь в принципе спринтовать, да? Ага. Так, взрывная сила нужна. Под конец и... Хорошо, спасибо. Вот первое место, это у нас получается будущий фаворит гонок, да, всех в общем зачете. Ну, осталось шоссер купить и все. Полный комплект. Да. Как ваш семейный заезд? Вообще прекрасно, вы не поверите. Заняли места? Мы, самое главное, выиграли. Мы выиграли всех. Почему? Потому что мы дошли до финиша. И показало, что у нас еще все впереди. Будете еще участвовать? В дальнейшем будете участвовать? Да, планируем. Планируем и не то, что участвовать. А как часто проводится вообще? Ну, вот вы можете в Telegram зайти на VeloKT. Там анонсы всех мероприятий. Тут не то, что участвовать. Тут мало участвовать. Но нужно уже выигрывать. Ну да, если хотите, можете зимой купить велотренажер там или что-нибудь типа того. У нас есть это дома. Есть? Да. Ну вот, тогда сериалы врубаете, начинаете крутить. Будем заниматься. Да. Будем заниматься, есть над чем. Короче, можете уже скачать на хард Санта-Барбару. Диан, запомни. Мне турецкие сериалы круче. Да? Тоже затягивает. Понятно. Ну окей. Все было классно. Спасибо за организацию. Что-то тут большая концентрация велосипедистов, мне кажется. Легкий байк, да? Легкий, ага. Чуть пошире бы. Конечно, вы первая. Ветераны женщины 55 и выше. Третье место. Третье место. Жеребцова Татьяна. Это у нас представитель велоклуба Намского Улуса, да? Нет. Нет?
А какого? Не уходим, не Город А, город Иркутск. Не уходим, Татьяна. Вот Таня, стань. Второе место. Телевидение снимают. Коженкина Евдокия Чурапча. Вот у нас на велогонке даже представители Егора Борисова есть. И первое Свита место Егора Борисова Борисова. Ульяна. Не хотели ехать, Куда смотрим? Может, на фоне флагов? Медали покажите. Надо было на фоне флага. На фоне флагов, может? Нормально. Спасибо. Женщина 35-54. Два круга у них было. Третье место Николаева Нергияна. Второе место Габышева Нергияна. Как вы достигли таких высот? Грамота, грамота. Спасибо. Первое место. Не зря все лето каталась, да? Ну да. Спецприз. Ой, спасибо. Смотрим. Поближе. Куда смотрим? Медаль покажите. Ой. Так, раз, два. Золото грызть надо. Спасибо. Женщина 18 до 34 года. Третье место Анаська Диана. Все-таки есть, да? Видите, есть первые. Первая медалька есть. Никитина Нарьяна. И первое место Николаева Наталья. Все-таки математика зарешала, да? Да. Поздравляю. Спасибо, вас тоже. Спасибо. Молодцы, девочки. Хорошее место заняли. Ветераны, мужчина, мужик, категория мужчина. Ветераны 55 и выше. Так, второе место Кириллин Сергей. И первое место Кривошапкин Валерий. Он уехал. Свой медаль уже получил, грамоту получил. Мужчины от 35 до 54. У меня тоже почти 54. Третье место Лотов Иван. Поздравляю! Поздравляем! Молодец! Второе место. Все-таки медальку взяли. Спустя 2 года. И первое место Севастьянов Петр.
Егор, как тебе стоять среди таких терминаторов? Сюда посмотрите. Мужчина от 18 до 34 года. Так, третье место Дегтярев Дмитрий. Молодец. Второе место Тимофеев И первое место... Морсик, ты что, молодежь, что ли? Да. Ты молодой? Мы думали, что ты старый. Самый молодой. Сколько тебе лет? 31. 31? Да ну, у тебя еще все впереди. Вся жизнь впереди. Да, это нам всем почти по 54. Поздравляю всех участников и победителей. Спасибо. Спасибо организаторам. Организаторам респект. За хорошую работу. Судье главное имя Север, медаль. Как вы это прокомментируете? Общее фотографирование, давайте. Организаторов тоже поощрять надо. Это разборка питерская, да? Нет, не разборка. Общее фотографирование. Якутская разборка. Поздравляю. Общее фотографирование. Дальше, подтягивайтесь. Вы тоже блог ведете? Нет. А вы для себя снимаете или это? Нет, у нас блог. Блог в Твиттере. Понятно. Ну, я... Что, заняли места? Короче, все практически участники и вот это все фотографы. Фотографы и Феди. Фотографов половину, чем всех участников. Дима же снимает. Дима же снимает, давайте остальные сюда. Давай. Садись. Садись. Давай фирменную. Представитель команды Велорайд, это организатор велогонок, который сейчас уже на постоянной основе будет проводить различные гонки. Возможно, возможно. Да. Не исключено, но это не точно. Посмотрим, как пойдет. Кому будет интересно. Ну, если будет спрос, будет и предложение, я думаю. Правильно? Ну, первая гонка как вообще прошла? Да, кстати, вот в части организации, да, когда вот наше имя включили, это вот действительно первая гонка. Но в целом, как бы вот ребята как активные участники там и Федерации велосипедного спорта в прошлом, Федерации велосипедного движения, да, вот ныне существующей, все равно там так или иначе принимали участие в организации. Все, наверное, даже можно сказать. Так что не впервой, ездить тоже не первый день, так что примерно представляем, что и как делать. Ну, получается, с нашей стороны, при поддержке нашей, если правильно будет сказать, а так, организаторами вот являются, ну там есть же, да, вот, вступительные речи, то, что сама гонка, она всероссийская, то, что это там Минспорта России. Не, ну это чисто формально, на самом деле живые организаторы, просто Минспорт прислали. В поисках трассы, вот разметки, да, вот как бы практическую работу с нашей стороны делали. Но вот представление грамот, да, это медали, это и освещение тоже вот со стороны ВКИМС было. Это подвет Минфизкультуры и спорта республики. Такие дела.
Ну все на Ну, высоком в уровне, дальнейшем, я думаю, в прошло. будущем, что еще пытаетесь? Участники, я хотите? думаю, об этом сказали. Надеюсь, что сказали. В будущем, что еще планируете? Сам как организатор себя хвалить не буду. В будущем не знаю. Пока не в курсе. Ближайшее мероприятие, анонс, типа эксклюзив, так сказать. Таких нету. У нас в основном заранее обговаривается в начале сезона, и к календарному плану этому мы придерживаемся. А так, чтобы вот, а давайте завтра, да, вот это обычно локальные какие-нибудь события, и они не спортивные, там больше в сторону туризма ориентированы, как правило. Там и с ночевыми вылазки, да, вот за город. У вас с самого начала был лозунг «Кто отстал, тот отстал». А он остается? Он остается. До сих пор, да, получается? Но на самом деле это новый лозунг. С самого начала говорит, не, новенький лозунг. Раньше такого не было. Это вот есть идейный вдохновитель. Не буду говорить, кто. Пусть останется секретом. Кто знает, тот знает. Кто отстал, тот отстал. Спасибо.